Русский военный инженер, этнограф и лингвист Петр Карлович Услар формально не получил филологического образования, но способность к языкам определила его дальнейшую судьбу. Услар разработал свой метод изучения и описания кавказских языков. Им был написан целый ряд ценнейших монографий и статей по данной тематике. В 1862 году российский ученый издал первую грамматику абхазского языка – монографию «Абхазский язык». К этой книге была приложена первая абхазская азбука. В алфавите было 55 знаков. Впоследствии он подвергся некоторым изменениям, но в дальнейшем абхазская письменность стала развиваться на основе именно этого варианта алфавита. Сегодня абхазские ученые в своих исследовательских работах зачастую опираются на труды Услара. Языковеды и историки высоко ценят его вклад в развитие нашей письменности. Участники круглого стола говорили не только об известных фактах пребывания в Абхазии русского генерала-ученого Петра Услара, но и о тех целях, которые он ставил перед собой и достигал их. Мы должны возвращаться время от времени к именам, к творчеству, к научному наследию таких крупных личностей, как Петр Услар, потому что это все-таки они находились у истоков создания нашей письменности. И наши ученые, наши просветители, наши фольклористы, они часто ссылаются на него. Петр Услар считал, что для изучения других языков в первую очередь нужно хорошо знать свой родной. Языковед Лили Хакба сделала акцент именно на это. По ее словам, в изучении абхазского языка можно использовать как метод теорию Услара. Языковеды и историки Абхазии считают, что научное наследие Услара не ограничивается грамматиками кавказских языков. Он уделял большое внимание проблемам образования горцев, вопросам истории и культуры. Именно благодаря Петру Услару в середине XIX века в школах Абхазии становится возможным обучение грамматике на родном языке. Организаторы круглого стола считают, что о таких фактах должна знать молодежь, особенно те, кто собирается посвятить себя науке. У нас в музее представлена его первая азбука, которая вышла в 1862 году. И хотя, конечно, оно не имело такого применения, как последующие буквари абхазского языка, но это послужило основой для дальнейшего развития абхазской письменности. И это был очень крупный кавказовед, человек, который занимался не только абхазским, но многими кавказскими языками. В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гуля имя Петра Услара постоянно на устах у экскурсоводов. Имена таких ученых неразрывно связан с историей возникновения письменности абхазов. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.